Летопись. Оспан Батырдың ұлы шайқастары. 10600 казахов встретили лето у Оспан Тубисы в напряженном ожидании. Много лет на эту землю покушались силы, стремившиеся подавить стойкость степных народов. Противник пришел подготовленным, с 10 тысяч верблюдами, боеприпасами и пушками, надеясь подавить все сопротивление. Они уже разгромили небольшой отряд из 300 наших бойцов, но дух народа остался неизгибаем. Словно буря, что мчится в Сибири, враг накрыл Оспан Тубисы. Их приказ был ясен – захватить землю и уничтожить сопротивление. Их командиры открыто угрожали, что не оставлять даже юрт. Под грохот артиллерии дрожала земля. Падали дома, сгорали аулы, рушились леса. Люди теряли близких, и в этом аду мы держались. Мы не были чужими для войны, она стала нашей судьбой. Тогда мы встали под предводительством Сулубай-Батыра, Камель-Батыра и самого Оспана. Каждый холм стал крепостью. Мы устроили оборону в ущельях Кара-Булгон и Дюрен. 4 дня бился бой. На 5-й день нас окружили, но пулеметы, установленные прямо на седла, помогли прорвать кольцо. Мы потеряли многих, но и противник понес большие потери. Каждый шаг давался ему кровью. Даже когда силы иссякли, мы не отступили. Камель-Батыр, тяжело раненый, продолжал сражаться. Сулубай был ранен. Оспан собрал новые силы и вернулся. Мы стояли, пока могли. Когда враг пошел с флангов, мы ответили встречным огнем, но силы были неравны. На исходе дня, потеряв более 200 бойцов, оставшись всего 7 десятками, я приказал отступить, чтобы спасти тех, кто выжил. Это не поражение, это клятва помнить. Мы не сдались, мы выстояли. Мы потомки Великой Степи. И пусть сегодня эта история будет рассказана миру.